На реке Алдан активная фаза проходит по территории Тампонского и Усть-Алданского районов. Ледоход на реке Вилюй проходит по территории Вилюйского и Верхневилюйского районов. На реке Колыма ледоход проходит по территории Среднеколымского района. В результате повышения уровня воды у поселка Зырянка Верхнеколымского района наблюдается подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка. Также существует вероятность подтопления пониженных участков местности. На северных реках Индигирка и Яна-Ледостав подтопленных населенных пунктов нет. Тем временем активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Хангаласского района и города Якутска. В эти минуты наш корреспондент Саргалана Захарова находится в 202-м микрорайоне города и готова рассказать нам о последних изменениях в том районе. Саргалана, здравствуйте. Расскажите, какая ситуация сейчас наблюдается? Да, Кристина, добрый день. Я напомню, что у Якутска ледоход начался на 4 дня раньше. Сейчас, в общем, по реке Лени лед растянулся с Алекминска до столицы республики. У Алекминска уровни воды составляют 620 сантиметров. Это в 2 раза ниже критических отметок. Наблюдается редкий ледоход. А здесь, у Якутска, также уровень воды находится в пределах нормы. Однако сохраняется вероятность того, что появятся заторы у поселка Кангаласы, Сырдах, Табага и Пригородное, что может повлиять на уровни воды. У поселка Кангаласов, как отмечают, сейчас начались тоже подвижки льда и наблюдается разводье. И в течение суток возможен ледоход, что также раньше нормы на 3 суток. Кристина. Как будет осуществляться перевозка пассажиров во время ледохода? Да, Кристина, сейчас перевозка пассажиров на воздушных подушках проходит в штатном режиме. Воздушные подушки будут курсировать до Нижнего Бестяха целый день. А если лед пойдет активно на территории Якутска уже в ближайшие сутки, то этой ночью полярные авиалинии уже готовят свои вертолеты для того, чтобы начать пассажирские перевозки. И начнутся рейсы уже непосредственно, если ледоход пойдет активно у города Якутска. О стоимости проезда пока официально нет никаких сообщений. Об этом станет известно непосредственно, когда будет принято решение о запуске рейсов. У меня пока на этом все. Кристина. Саргалана, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Захарова.